нейтрино электронное. Ну, с известной, так сказать, долей уверенности можно сказать, что протон вроде как стабильный. Нейтрон нестабилен, время жизни вам приведено. Да? И, значит, вот в ядре нейтрон можно считать стабильным. Поэтому имеет право на существование нейтронно-протонная модель атомного ядра, которая сразу же была выдвинута, и все ее приняли. Она многими авторами была выдвинута, в том числе и советскими физиками, Иваненко и забыл фамилию, Стедрос. Ну и иностранными, значит, физиками нейтронно-протонная модель ядра. С 1932 года она, так сказать, существует до сих пор. Теперь как же мы будем описывать вот эти нестабильные состояния? Значит, вот если мы имеем волновую функцию стабильной частицы, то мы ее можем так написать. На e в степени минус I на h. Значит, если я возьму модуль ψ квадрат, я получу значит, этот модуль ψ квадрат не зависит от времени. Вот, значит, если мы имеем вот такую волновую функцию частицы, это стабильная частица. А как описать нестабильную частицу? Оказывается, такой прием был придуман формальный, значит, что нестабильная частица для нее к энергии, значит, добавляется мнимая добавка. Вот таким образом, скажем, это есть Е0 минус И гамма пополам. Вот. И, значит, если мы теперь возьмем волновую функцию, то здесь уже модуль ψ квадрат будет убывать со временем. Значит, вот если Е0 действительно, гамма тоже действительно, но тут И стоит. Значит, если я тут вот распишу это дальше, это будет у меня ψ от R на e в степени минус гамма пополам t и на e в степени минус I на h E0. Вот что будет. И если я возведу по модулю в квадрат, вот это действительная часть, а это комплексный множитель по модулю равный единице, то я получу на e в степени минус, так, тут h надо было, вот тут h, минус гамма на h. Это состояние затухает, причем время затухает, причем время жизни это есть h гамма. Вот это есть время жизни этого состояния. Но может возникнуть вопрос, а что же это такое? Что, неужели энергия у нестабильной частицы комплексная? Нет. Энергия все равно действительная. А как это все понимать? А понимать это надо следующим образом. Значит,
нужно вот эту волновую функцию CTT, которая есть CT на e в степени минус I на H длиной минус I гамма пополам T. Нужно ее представить как интеграл Фурье c от e на e в степени минус I на H et по d по всем энергии. Значит, энергия будет близка к E0, но будет отличаться. Значит, это будет некоторый интервал от E0 минус дельта E какое-то до E0 плюс дельта E. Вот. Тогда, значит, вот это C от E, это будет амплитуда вероятности найти энергию, равную E. Не обязательно E0. Амплитуда вероятности найти энергию, равную E. А модуль C от E в квадрате, это будет фактически вероятность. Ну, нельзя сказать, что вероятность, это будет пропорционально вероятности найти энергию данного состояния, равную E. Вот. Ну вот давайте воспользуемся теоремой обращения Фурье. Теоремой обращения Фурье. И можем найти C от E. Интеграл E в степени, так, E в степени I на H et на E в степени минус I на H E0 минус I гамма пополам T. Значит, нужно проинтегрировать по времени от нуля до бесконечности. Вот так, значит, по теореме Фурье мы можем найти этот коэффициент C от E. Так, значит, это будет интеграл от нуля до бесконечности от E в степени I на H. Значит, E минус E0 будет. Минус I гамма пополам. Но интеграл от экспонента берется легко. И будет H на I. А тут будет скобка. Минус E0 минус I гамма пополам на E в степени I на H. Давайте так выделим. E минус E0 отдельно на T, а тут у нас еще будет множитель E в степени минус гамма на H на 2H T от нуля. Вот. Ну, значит, на верхнем пределе это будет 0 экспонента в отрицательной действительной степени, она, значит, обратит эту вещь в 0. Значит, ставится на нижнем пределе. То, что будет на нижнем пределе, значит, это будет, значит, H на I, единица делить на I, минус
квадрата есть c от e. Я, значит, так напишу. А модуль c от e квадрат. Значит, это модуль квадрата. А тут у нас мнимая часть и действительная часть будет. Минус и на e это даст плюс единицу, да? Это будет сумма, значит, сумма квадратов действительно и мнимой части. Это будет h квадрат, 4 квадрат, единица, а здесь будет e минус e0 в квадрате плюс гамма квадрат на 4. Вот, теперь, значит, нам нужно вероятность найти. Это у нас, значит, ненормированная вероятность. Это ненормированная. Значит, если мы проинтегрируем по всем энергиям, мы не получим единицу. А вот если мы введем нормированную плотность вероятности, значит, мы ее должны сделать как А на модуль c от e квадрат. Проинтегрировав по всем энергиям, мы можем найти этот коэффициент А. Так. Значит, интеграл p от e dE от, значит, ну, в принципе, от минус бесконечности до бесконечности, да, равен, значит, так. А тут у нас будет интеграл от e интеграл дает нам арктангенс. Так, арктангенс, значит, единица, так, e минус e0 делить на гамма пополам. Так, еще у нас будет, значит, я должен поделить на гамма пополам и помножить на гамма пополам. Получится, значит, на верхнем пределе плюс π пополам, на нижнем пределе минус π пополам. Значит, будет π. Значит, π у нас сократится, получится h квадрат. Гамма пополам. Так, и это все должно равняться единице. Значит, а у нас будет равно 8π. Ну и, значит, тогда мы, если сюда это поставим, то получим P от E. Гамма делить на 2π, единица, минус e0. Вот отсюда вытекает трактовка вот этой мнимой добавки к энергии. Энергия будет всегда действительно, если мы нарисуем график этой самой вероятности P от E, то получится, значит, у нас такой, ну, видно, эти графики такие вы рисовали, график резонанса, так, при E равном E0 максимум, равное гамма делить на 2π, да? Нет, при E, значит, гамма делить на 2π, и тут 2 делить на гамма.
получим, значит, это максимум будет у нас равный единице на 3. Так? Вот. А дальше такая, значит, вот кривая, симметричная относительно Е0. Если, значит, мы здесь возьмем абсциссу единицы делить на 2π, да, то это будет, значит, как раз ординаты этих точек будут такие. Е0 минус гамма пополам, а тут будет Е0 плюс гамма пополам. Вот, и говорят, что ширина этой кривой гамма, значит, вот эта добавка, мнимая добавка означает, что мы энергию находим в пределах от Е минус гамма пополам. Значит, так, давайте напишем, как из практикума пишем. Значит, Е0 минус гамма пополам в основном, так, меньше или равно Е меньше или равно Е0 плюс гамма пополам. Вот что означает мнимая добавка, что измеряя энергию, мы в основном будем находить вот эти значения. Конечно, мы будем находить и с меньшей вероятностью и значения, выходящие за пределы этого интервала. Но энергия всегда действительная величина. Энергия всегда действительная величина. Ну, значит, максимальное число случаев у нас будет, в максимальном числе измерений у нас будет Е равное Е. Вот что и как, значит, для нестабильных частиц, как их можно описывать с точки зрения квантовой механики. Но это широко используется. Мы с вами увидим в процессе курса. У нас будет формула Брейка-Вигнера для составного ядра, для нестабильного ядра и так далее. Так, следующий заголовочек. Вот мы начинаем большую тему закона сохранения в физике элементарных частиц. Закона сохранения. У нас будет очень много законов сохранения. Вот. В классической механике 3 закона сохранения. Значит, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и закон сохранения момента импульса. 3 кита классической механики. А у нас в физике элементарных частиц будет ужасное количество законов сохранения. Причем еще будут абсолютные, которые всегда выполняются, есть какие-то не абсолютные. Но об этом разговор позже. А сейчас, значит, дальше запишите. Связь симметрии квантовой системы с законами сохранения. Связь симметрии квантовой системы с законами сохранения. Так вот, разговаривающие, вы будете все время, будете. Затылок у меня болит от обстрела вашими фанонами. Ну что ж, будете, так, значит, что такое симметрия вот с точки зрения квантовой механики? Симметрия, значит, это такое преобразование. Ну, поворот, так, смещение начала отсчета координат, значит, смещение начала отсчета измерения времени, другие преобразования, скажем, зеркальное отражение системы, если она обладает соответствующей симметрией. Это такие преобразования, которые оставляют гамильтониан системы неизменным.
Значит, это такое преобразование. Значит, какой-то оператор Q, который действует на H, и при этом, значит, H остается неизменным. Сама же волновая функция при этом меняется. Значит, вот, если мы этот оператор Q воздействуем на волновую функцию, то у нас получится Си со штрихом от R. Вот. Значит, что означает, что какая-то величина сохраняется? Это означает, что ее наблюдаемое при таких преобразованиях симметрии, которые оставляют систему неизменной, остается прежней. А наблюдаемое у нас, скажем, операторы какой-то величины, да, у нас имеется. Значит, наблюдаемое, это есть, значит, квантово-механическое среднее этого оператора. То есть это будет интеграл. И сопряженная от T F, сильно сопряженная от T dr, что вот эта величина от времени не будет зависеть. Значит, если мы продифференцируем по времени эту наблюдаемую, то у нас, значит, сам оператор F, мы считаем, что он не зависит от времени. Если он зависит от времени, то это значит, что это оператор, не сохраняющийся величины. Значит, он может быть оператором сохраняющейся величины, то в том случае, что он не зависит от времени. Значит, мы дифференцируем под знаком интеграла вот волновой функции. Это будет у нас интеграл dψ. Так, тут надо частные производные. Тут полное, а тут частное. Плюс второй сумножитель. Вот. Дальше воспользуемся свойством функции, которая подчиняется уравнению Шрёдингера. И у нас, значит, это уравнение Шрёдингера для стационарной системы выглядит так. Вот для несопряженной функции так, а для сопряженной, значит, если мы комплексное сопряжение произведем с этим соотношением, то, значит, у нас H эрмитов оператор, это означает, что H комплексно сопряженное совпадает с самим H. Поэтому здесь, значит, у нас будет, ну, строго по правилам, значит, по правилам операторной алгебры, мы должны, значит, переставить операторы и написать вот так. Но это свойство Эрмитовича. Значит, чтобы у нас было
h. Значит, ну как это можно проделать? Когда, значит, мы сюда все это подставим, у нас тут будет стоять h сопряженное, ну h на dψ сопряженное по dt. Методом интегрирования по частям можно добиться, что h и ψ поменяются местами. И поэтому здесь мы дальше запишем так. Значит, от первого, значит, h на i у нас будет как множитель. От первого интеграла у нас будет с плюсом, да? Значит, интеграл xi сопряженное от rt на h на xi сопряженное от rt. А тут будет с минусом. Вот этот минус останется. Интеграл xi сопряженное от rt. Значит, будет у нас f на h на xi сопряженное от rt по dr. Вот так. Так. Значит, dψ сопряженное по dt, это есть с минусом, значит, там h на e не вынес, значит, h на ψ. Вот это h на ψ, это ψ вместе с h на e. Это ψ сопряженное. Значит, если я запишу это в виде одного интеграла, то я получу следующее. Вот здесь воспользуюсь. Я получу вот что. Значит, h на i интеграл ψ сопряженное от rt. А тут у меня будет скобка h на f минус f на h ψ от rt от r. Вот что означает, что f интеграл движения. Что f это есть оператор величины, который является интегралом движения. Значит, поскольку это все должно равняться нулю, не зависит от времени, то есть это все должно равняться нулю, так, то у нас получается такое требование, чтобы f был оператором сохраняющейся величины, он, этот оператор, должен коммутировать с оператором с энергией, с гамильтонианом. Или так, пишем. Значит, как векторное произведение, но тут не вектора. Вот такая вещь называется коммутатором. Вот оператор. Вообще говоря, коммутатор любых двух операторов не равен нулю, и в квантовой это, так сказать, очень часто бывает. Но если сохраняющаяся величина, то оператор Гамильтона и оператор этой величины коммутируют. Вот так, или, значит, вот вам, так сказать, как находить сохраняющуюся величину. Давайте сделаем перерыв.